Почему фотография? А я вот за один день заработал пол своей зарплаты. Да я больше найду. Я стараюсь стать как Асики. Я езжу на старом автомобиле, я живу в советском доме. Может быть, есть ребята, которые дороже вас ставят ценники. Сколько ребят было, которые загубили свою карьеру, вот это все благодаря мне. В чем секрет? Оскар Бумага, которого знаю сегодня, не был бы таким, если бы не его жена. Когда Оскар Бумага положит фотоаппарат в дальний ящик, Я не получал удовольствия от этой работы. обратку не надо, да, включать? Я вас всех порву. Добрый день, кто в какое время смотрит. Меня зовут Багдулет Абжатов. Это Байказак, что в переводе «богатый казах». У нас первый подкаст на русском языке. Мы решили изменить наш формат, и чтобы русскоязычная аудитория тоже понимала наш подкаст. Внизу есть субтитры, если что, можете включить. Сегодня у нас необычный гость. Его мы ждали почти год. И еле добились, что он пришел, потому что это супер универсальный человек, блогер, инфлюенсер, семьянин, очень примерный. И плюс к этому самый популярный фотограф не только в Казахстане, но и в СНГ. С нами сегодня Оскар Бумага. Асеке? Салам алейкум, брат. Ты, конечно, очень круто меня представил, спасибо. Не верьте ему, я просто фотограф, который снимает свадьбы. Не, реально говоря, Асеке это супер универсал, супер пример для нашей индустрии, для всех молодых подрастающего поколения. Смысл нашего подкаста в том, чтобы почему Байказах? Это не про то, что прям у нас сидят гости прям супер богатые. Это про то, что даже если ты зарабатываешь условно 500 тысяч, миллион тенге, то есть ты должен их хорошенько сохранить, прежде чем тратить. То есть тратить не больше, чем ты зарабатываешь. Условно говоря, это самое главное правило финансовой грамотности. Поэтому сегодня с Асеке мы разберем, сколько он получает, его гонорары, условно говоря, и вообще реально, как к этому прийти и как успевать везде. То есть Асеке сегодня я вижу, вот сейчас мы только что поговорили про его образ, у него образ штаны щетель, верхний лук это шохан, и представьте, фотограф, инфлюенсер. То есть и в моей практике я пока не знаю другого инфлюенсера, я стараюсь стать как Асеке, но пока есть только Асеке. Поэтому, Асеке, спасибо, что пришли к нам на подкаст, спасибо, что разделили вот этот час вашего времени. Поэтому начинаем. С вами Байказак. Рахмет, что пришли, и это будет первый наш подкаст в 2026 году. И было много запросов со стороны наших подписчиков, чтобы пришли вы, потому что у нас были больше киношники, операторы, видеографы, но не было именно со стороны представителей фотографов. Поэтому, Асеке, самый такой главный вопрос, как стать самым популярным фотографом не только в Казахстане, но и за пределами. Как стать популярным? Работать много. Если хочется результатов, которые достигли только единицы, нужно прилагать гораздо больше усилий, чем все остальные. Снимать больше, делать контента больше, говорить о себе больше, обучаться больше всех. Тогда у тебя будут результаты не такие, как у всех. Как говорится, хочешь новых результатов, начни совершать новые действия. Наверное, самая ключевая и важная часть – это не забывать про свой продукт. Потому что каким бы крутым ни был маркетинг, какой бы крутой ни была упаковка, как бы круто ты ни продвигался и сколько бы просмотров у тебя в социальных сетях не было, если у тебя продукт плохой, то люди со временем это поймут, и у тебя будет очень плохая репутация. Вот. Поэтому очень важно постоянно держать руку на пульсе, обучаться, быть в тренде. Я всегда стараюсь искать новую информацию, обучаться, ездить, если у нас в Казахстане ничего не происходит, ездить куда-то за границу, черпать информацию о том, что тебе сейчас интересно, что для тебя актуально. Будь то фотография, будь то продвижение, будь то ораторское искусство или маркетинг, или что-то из этой сферы. Да? Поэтому не забывайте обучаться. Многие совершают ошибку и думают, что вот я сходил на один мастер-класс, у меня появились первые клиенты, хорошие отзывы, все хорошо идет, работают год, два, и потом останавливаются и не понимают, почему все затухает, почему все идет на спад. А дело в том, что каждый год, даже каждые полгода, наверное, правила игры меняются, тренды меняются, у людей вкусы меняются, предпочтения, и это такая игра, где нужно постоянно держать руку на пульсе.
Асике перечислил свои, наверное, качества. Вы супер универсал, Асике, за что вам респект. В моей практике первый человек, который ассоциируется с человеком Инстаграм. Как вы научились вести себя? Это вы прошли какую-то практику или у вас это заложено в генах? То есть как стать человеком Инстаграм? Да, в генах ничего не заложено. Мне кажется, просто пробы. Я считаю, что Инстаграм – это тестирование гипотез. Ты выкладываешь пост или рилс и просто тестируешь его. Формат, хук, музыку, сочетание в целом всего этого, да, и что-то может залететь, что-то нет. И точно так же касается всех остальных сфер моей жизни. Я просто пробовал. Страшно было, но пробовал. Если я понимаю, что мне это страшно, значит, я понимаю, что там есть для меня какой-то рост, там есть для меня какое-то обновление, там есть для меня что-то, с чем я еще не научился обращаться, совладать, да, и я могу получить там опыт. Пусть плохой опыт, пусть неудачный опыт, но я сделаю выводы, которые я потом использую для того, чтобы сделать это более-менее удачно. Что касается Инстаграм, ну вот у меня есть друг Баржан Ашим, он однажды сказал такую фразу: на цыпочках долго не устоишь. Я это как понял? Если ты в Инстаграм пытаешься строить из себя какого-то, не знаю, суперчеловека, сейчас же у всех там успешный успех, все круто зарабатывают, у всех там бренды, у всех работа, клиенты, записи и так далее. Как, кстати, определить новичка, да, в Инстаграм? Он пишет, там, такая-то дата забронирована, столько-то дат забронировано. То есть, я не могу сказать, что это плохо. Это классно, это правильно. Нужно показывать, что ты востребован, что работа кипит, что работа идет. Вот. Но те ребята, которые уже поопытнее, они уже перестают со временем как не то чтобы кичиться этим, а апеллировать такими моментами, да. Они просто тихо работают, но делают какие-то имиджевые проекты, которые будут работать на их имя, на привлечение новой аудитории. Поэтому фраза «на цыпочках долго не устоишь», она о том, что надо быть собой. Не надо строить из себя какого-то суперчеловека, потому что, встретив в реальной жизни людей из Инстаграм, ты можешь очень сильно разочароваться. Или в тебе могут разочароваться, если ты не соответствуешь тому идеалу, который ты транслируешь в социальных сетях. Вот почему я часто слышу фразу от людей, которых я встречаю в реальной жизни, которые мне говорят: блин, Оскар, ты такой же, как в Инстаграм. Ну, потому что я не пытаюсь строить из себя какого-то суперчеловека. Я такой же человек, как и все остальные, кто на меня подписан. У меня тоже есть семья, у меня тоже есть какие-то свои проблемы, страхи, неудачи. Я не идеальный человек, и я признаюсь в этом, я смело об этом говорю. То есть это не образ в Инстаграме, это образ жизни. Да. Да. И это выгодно. Да, и, наверное, я хочу, чтобы люди со мной были честны, и поэтому я стараюсь быть честным с другими. Вот, друзья, если вы хотите стать популярным, это, наверное, часть, потому что долго быть в маске не получится, да? Да. То, что я понял. Поэтому очень прям сильный лайфхак от Оскара. Быть собой – это выгодно сейчас. Правильно? Да. Асике, теперь главный вопрос – финансы. То есть вас считают самым дорогим фотографом Казахстана. Это не только слова ваших коллег-фотографов, это слова и невест, женихов, организаторов, наверное, да? То есть дороже вас я пока не слышал. Может быть, есть ребята, которые дороже вас ставят ценники. Поэтому давайте вы от себя озвучьте, пожалуйста, искренне ваш гонорар. То есть именно такой средний прайс. И как к этому дойти? Во-первых, я не знаю, что про меня говорят. Наверное, это имеет место быть. У меня действительно не дешевый прайс. Вот. Но я не знаю, есть ли дороже. Я тоже не занимался изучением этого вопроса, но мне приятно, что так говорят. Несмотря на то, что говорят, я езжу на старом автомобиле, я живу в советском доме. В центре? В центре, да. Вот. И я не сколотил какого-то сумасшедшего капитала, у меня нету какого-то бизнеса. Фотографии – это мой единственный источник дохода. Еще в последние несколько лет мой блог начал приносить какой-то доход, но это скорее такая приятная побочка. Вот. В среднем мой гонорар за съемку свадьбы $3000.
3000 долларов это в тенге, примерно 1,5 миллиона тенге. Да. Ну, супер, супер. Но я не беру больше 3-4 свадеб в месяц. Вот, У меня есть самое. такое правило, то есть я не стремлюсь заработать все деньги мира. Для меня важнее здоровье. С проблемами со здоровьем я столкнулся с самым, что ни на есть, вот в лоб просто. В 2022 году у меня были серьезные проблемы, я попал в больницу, вот, и я дал себе обещание, что я не буду перерабатывать, я буду работать в кайф, ну и чтобы каждый мой клиент получил достаточно внимания Мгм. и качественную услугу. Как вы распределяете свои финансы? Самый такой важный вопрос для наших коллег, потому что почему возникла боль сделать такой подкаст, потому что у наших всех почти коллег нету квартир, нету машин, хоть и вы говорите советское, но в центре это уже классно, то, что вы уже имеете, это уже означает то, что вы коренной алматинец, да, условно говоря. Я из Атырау. Вообще из Атырау. Да. Да, мы сейчас придем к этому. Вообще уже вы алматинец, получается, Ну у вас да. своя квартира. Поэтому я хочу, чтобы все наши коллеги, ну, ребята по-любому зарабатывают от 500 до миллиона как минимум в месяц. То есть наша индустрия, иногда я думаю, то, что она чуть-чуть переоценена, то есть в плане дороговизна по-любому есть где-то, да, то, что нету средней цены. Поэтому самый главный вопрос, как вы распределяете свои финансы. То есть вы заработали условно и куда-то инвестируете в акции, в облигации или же просто дома храните? Я никуда не инвестирую. Я очень люблю путешествовать. Я трачу Тратить, деньги. наоборот, да. Я трачу деньги на путешествия. А путешествовать с семьей – это x4, если ты с детьми, x2, если ты с женой. Вот. А вообще все деньги как-то так получилось, что я отдаю жене, она хранит там где-то на своем депозите. Вот. Часть денег я храню в иностранной валюте. Вот. Ну и в принципе все. Единственное, наверное, большие мои траты – это техника и путешествия. Мгм. Да. Потому что технику надо обновлять. Технику я очень люблю. Техника не только связана с фотографией. Это может быть и компьютер, это может быть и ноутбук, или что-то еще. Вот недавно купил себе виниловый проигрыватель. Пленочный фотоаппарат еще, да? Пленочный фотоаппарат купил, да. По-моему, лейка есть у вас? Лейка нет. Лейки нет? Лейка можете подарить Азике на лейку. Не, реально, пленочный фотоаппарат, по-моему, тоже стоит не Да, я дешево. купил за 1 300 000 пленочный дальномер. Он не приносит вам денег, но это для Нет, хобби. это просто для души. Люблю фотографировать и люблю смотреть результат. А классно, когда результат получается разным. Потому что ты привыкаешь к картинке с цифровой камеры, тебе надоедает это, и хочется какой-то новый цвет, новое пространство, чтобы вот оптически это по-другому как-то выглядело. И поэтому я решил попробовать вот Contax G2. Она небольшая, скорее камера как на повседневку, с автофокусом. Вот. И ты не знаешь, что на ней получилось. Потому что ты снимаешь на пленку, и нельзя посмотреть, что там получилось. Ты нажал на кнопку и пошел дальше. И там через месяц отнес на проявку, тебе отдают сканы, и ты смотришь, я вот здесь был, я вон там был, ты уже про это забыл. Такой как киндер-сюрприз. Открыл, То посмотрел. есть лимитированное количество пленки, да? То есть ограниченное количество Да, там 36 кадров. в одной пленке. Да. Мгм. Ну, не как на флешке щелкаешь, там, Да. 5000 фотографий получил. Теперь самый главный тоже вопрос, как быть супер универсалом. Потому что мы смотрим у вас в Инстаграме, то, что, ну, реально вы прям примерный семьянин. Прям у вас же рубрика была еще «Отец и сын», да, по-моему? Время Да. отца и сыновей. Да, прям вот эта рубрика тоже это означает то, что вы с ребенком хорошо проводите время. Ну, И плюс инфлюенсер и фотограф. То есть вы проводите по 12 часов на мероприятиях, то есть с утра до ночи, и при этом остаетесь таким супер универсалом. В чем секрет? секрета нету. Я ничего не успеваю, на самом деле. Все как у всех. Витамины. Времени ни на что не хватает. Ложусь, бывает, очень поздно. Просто мне кажется, с одной стороны, вот мы проводим там целый день на мероприятии, с другой стороны, вот нашим детям, нашей профессии повезло больше, потому что, ну вот, мой отец всю жизнь работал в найме, работает. И это постоянный график, там,
с понедельника по пятницу, да, мы там в детстве видели папу, ну, меньше. А сейчас я каждый день дома практически. Потому что график свободный, а на неделе там у тебя может быть одна-две, ну, максимум там 3 съемки, сколько ты себе позволишь, да, или там одна свадьба, допустим, на неделе. Весь остальной график ты выстраиваешь по-своему. Да, там есть обработка, есть встречи, есть рекламные интеграции, проекты. Вот. Но, тем не менее, у меня как будто бы больше времени проводить и соприкасаться с детьми, там, проснуться вместе, приготовить им завтрак, поболтать за завтраком, сходить вместе на тренировку, съездить там куда-нибудь на природу или совместное путешествие. Как будто бы, если сравнить там с нашими родителями, мы больше времени проводим с нашими детьми. Но качественнее ли? Это вопрос. Не могу сказать, что качественнее. Вот, поэтому для меня это тоже такая задача. Ну, то есть, я не встречал ни одного родителя, который сказал бы, я шикарный родитель, я супер отец, я супер мама. У всех, мне кажется, есть вот этот синдром, типа, недостаточно времени я уделяю своей семье, как хотелось бы. Вот. И у меня тоже это есть. Я постоянно размышляю об этом и корю себя за то, что можно больше времени проводить, можно качественнее проводить время. Мгм. Но при этом есть риск, то, что другие сферы жизни могут уйти в минус, да? Ну, да, это закон природы, закон времени. Отдаешь больше сюда, забираешь отсюда. Я очень благодарен своей жене за возможность в свое время, чтобы я уделил много внимания своей работе, профессии, обучению, развитию себя как личности, потому что она взяла на себя огромное количество бытовых задач. Вот. И, ну, Оскар Бумага, которого знаю сегодня, не был бы таким, если бы не его жена. Она вообще супер человек, я ее очень люблю, очень уважаю. Вот. Ну и вообще от женщины многое зависит в семье. Женщины наше все. Поэтому, мужики, берегите женщин. 8 марта вчера мы видели вас, вы по Аль-Фараби были везде, в баннерах, то есть с Маликой. Вообще классно прям, что Рафаэла в Казахстане начала свое продвижение. И одним из первых, по-моему, да, амбассадоров, которые попали на LED-экраны, это были вы с Маликой, да? Да, они сказали, что ранее они не привлекали лица, скажем так, местные, локальные. Это все были, ну, скажем так, какие-то Иностранные. рекламные макеты иностранные. Они получили разрешение на использование казахстанских лиц и вот выбрали 4 кандидатов. Мне, к Санжар сожалению, Мади, по-моему. нельзя разглашать все подробности, но там было очень много Ну, кандидатов. вы одними из первых появились на LED-экранах. Мне приятно, что я попал в эту 4. Да, мы попали в эту 4. Такой же вопрос, да, в чем секрет, что надо сделать? Ну, примерно понятно то, что вы вели свой Инстаграм и со своей женой тоже. Мне сказали такой инсайт. Очень важна репутация. Если человек засветился ранее в каких-то скандалах, каких-то сомнительных, назовем это, инцидентах, да, или у него были какие-то рекламные интеграции с какими-то брендами, у которых репутация не очень хорошая, эти люди не попадают в этот список. Ну, то есть, их сразу отметают. Поэтому очень важно следить также и за тем, с кем ты сотрудничаешь. А я, ну, наверное, 90% рекламных интеграций, которые ко мне приходят, обращения, я отклоняю, потому что они не совпадают с моими ценностями, не совпадают с тем образом жизни, который я там транслирую, и с тем, чем я сам пользуюсь. А я уже сказал в самом начале, я хочу, чтобы люди со мной были честными, поэтому я стараюсь быть честными с другими людьми, да, и не хочу рекламировать то, чем я реально не пользуюсь, или то, что мне реально не нравится. Я хочу рекламировать то, что мэчится со мной, с моей личностью, с моими интересами, с моими ценностями. Ну, то есть Рафаэла при выборе кандидатов смотрела на, в первую очередь, репутацию. Да. То есть первый лайфхак – это репутацию. Держите прям на 100%. То есть даже, ну, если что-то жизнь ударила по вам, вы не
обратку не надо, да, включать, то есть... Ну, не то чтобы обратку, ситуации, конечно, разные бывают, но репутация – это же не только рекламные интеграции. Вот в нашей с вами профессии фото, видео, съемка, там, продакшн, режиссура и так далее, там же тоже есть репутация, это все работа с людьми, и если ты накосячил, что-то обещал, но не выполнил, кого-то обманул или что-то еще, об этом рано или поздно все узнают, и у тебя будет запятнанная репутация. Поэтому очень важно трудиться честно, трудиться добросовестно, делать все вовремя. Если задерживаешь, напиши, позвони, предупреди. Уведомлять нужно обязательно, да? Вот, реально не рассчитал, мой косяк, беру на себя ответственность, вот такие вот новые сроки, прошу прощения, да, там, показать всем своим видом, что тебе не безразлична эта ситуация, и что ты ищешь решения или предлагаешь какие-то решения, да, а у нас ведь как, многие, особенно молодые ребята, они там накосячили, ой, не знаю, что делать, начинают гаситься, выключают телефон, не отвечают на сообщения, и отсюда начинается плохая репутация. Сколько ребят было, которые загубили свою карьеру, мне почему-то, кстати, пишут какие-то там компании, клиенты, Оскар, вот у вас есть влияние на там молодых ребят, вот вы знаете вот этого человека, называют имя, вот он нам там не отдал материал, обещал, можете ли как-то связаться, или там были ситуации, связанные с неразглашением определенных там моментов, допустим, материал нельзя публиковать. А он взял и опубликовал, и уперся, ни в какую не хочет удалять. А клиент просит удалить, ну, как бы клиент имеет право. Не знаю, какие там договоренности были, но вот это такие уже внутриковые ситуации. И звонят мне и говорят, ты знаешь этого человека, можешь как-то с ним поговорить, уладить вот наш конфликт, и тебе приходится там как-то... Ну, потому что ты этих знаешь, выступать как этот... мостом. Ну, современный Аль Пачино, да, в сфере фотографии. Это классно. Это не ваши ученики, получается. Даже если не ваши ученики, вам звонят, пишут. Да. Бывало мои ученики, потому что я обучил свыше 1000 человек, ну, не только в Казахстане. Бывало, там кто-то проходил там мое обучение и там кому-то накосячил. Я слышал несколько таких историй. Но если он прошел мое обучение, это же не значит, что это моя ответственность, что типа вот он проходил у Оскара обучение и себя вот так вот ведет. Я, конечно, все, что я сейчас говорю на своем обучении, очень глубоко мы это проходим, изучаем. Я говорю об этике, поведении, правилах сотрудничества с людьми, но, к сожалению, на всех повлиять я не могу. И есть ребята, которые по своей глупости ломают себе карьеру, ломают себе репутацию. Вот, поэтому репутация очень хрупкая, надо очень бережно к ней относиться и работать честно, добросовестно. Вот. Ну, мы можем сказать, получается, что в Казахстане с фотографией ассоциируют бумагу. Не знаю. Ну, как вы думаете, ну, со стороны? Нам виднее, я так считаю. Я много раз слышал, что я повлиял на, скажем так, на огромный пласт в нашей профессии. Потому что, когда я начинал, были одни ребята, которые оказывали влияние на развитие. Потом пришло там наше время. Не знаю, сколько наше время продлится. Обязательно на смену нам придут другие ребята. Это закон. Это так было, так будет, так есть. Вот. Но я не раз слышал, что я сильно повлиял там на... то, чтобы ребята серьезно относились к нашей профессии, да, не просто как к шабашке, как к халтуре какой-то, а как к серьезной профессии, что нашу профессию стали уважать, что с нами стали считаться, что нас стали приводить в пример, что я повлиял на внешний вид фотографов, видеографов. 100%. Такие вещи я слышал, вот, но, как говорится, я не хочу бить себя в грудь и говорить, вот это все благодаря мне. Кроме меня есть и другие ребята, которые также вносили свою лепту, вносят свою лепту. И я думаю, что общими усилиями, благодаря таким людям, как мы, ну, я надеюсь, не оставим там след в истории, но значительно как-то улучшим индустрию. Да. Ну, мы прилагаем к этому большие усилия.
Прям очень заметно, Асеке. Очень То, что вы пришли к нам на подкаст, это, я думаю, это тоже один из знаков, то, что вы согласились, это очень классно. Спасибо за приглашение. Не за что, Асеке. Я думаю, это будет полезный подкаст для всех начинающих, действующих фотографов. И самый такой важный вопрос, Асеке. Вот я сейчас из видеографа перевелся, так сказать, в бизнесмена, да, уже 5 лет. Ну, я не могу себя называть бизнесменом, но есть пару 5 около бизнесов, да, условно. Это очень круто. Я восхищаюсь такими людьми, как Спасибо ты, брат. огромное, Асеке. Но самый главный вопрос, то есть у меня бывает момент, когда хочется все бросить, оставить. А у вас бывают ли такие моменты? И как вообще, вот это, наверное, как-то в современном мире назвали простокрайнация или как там четко называется, я не помню. Но бывает ли момент, то, что даже вам хочется все бросить, уехать в ваше любимое место Исландия, да, по-моему? Уехать куда-то, отключить телефон. Ну, по-любому у вас же есть заказы, которые вы сейчас обрабатываете, заказы, которые вы берете сейчас, да, на стадии, там, не знаю, договоренностей. И хочется ли как-то в голове установить такую вот паузу, да, сказать? Бывают ли такие моменты? И как вы с ними справляетесь? И вообще, нужно ли с ними справляться, или это нормально? То есть выходить на отпуск когда-то? Ну, конечно, бывает. Я же тоже человек. Я не робот. Я тоже совершаю ошибки, я тоже совершаю какие-то факапы, я могу что-то не доглядеть. И, конечно, бывают ситуации, когда, ну, скажем так, руки опускаются. Такого, что бросить фотографию, уйти насовсем, такого у меня никогда не было. Потому что я очень люблю свою работу, я очень люблю фотографию. Мне есть с чем сравнивать. И ни для кого не секрет. Те, кто слышали обо мне до этого, я работал электрослесарем на ТЭЦ, на заводе, и мне есть с чем сравнить. Работая там, я получил классную жизненную школу, но я не получал удовольствия от этой работы. Оказавшись в фотографии, я получаю огромное удовольствие от работы. Меня хоть в 5 утра разбудить и сказать, съемка начинается, я с улыбкой на лице поеду на съемку. Потому что я искренне люблю свою работу. И мне кажется, только благодаря этому я уже 15 лет этим занимаюсь. Ну, я не знаю, 15 лет – это много или мало. Для меня лично много. Вот только фотографии, больше ничем. Очень важно давать себе отдыхать. А не просто давать. Нас, творческих людей, не учили планировать свой отдых. Нам прям надо планировать отдых хотя бы 2 раза в году. Это зимой и там желательно летом. Отдых не имеется в виду уехать куда-то отдыхать у бассейна. Отдыхать можно, просто выехав за город, посмотрев на природу, побыть в тишине, без городской суеты, побыть с мыслями наедине. В городе очень много шума. Очень много информационного шума. На нас со всех дыр льется контент. Если раньше был дефицит контента, люди искали, где обучаться, где искать информацию, где искать статьи, то сейчас на каждом шагу подкасты. Вот мы с вами сейчас сидим на подкасте. Куча различных бесплатных материалов на YouTube. Можно обучиться всему, что угодно. Как поменять кран дома, как стать сантехником, как стать... я не знаю, там, выжигать по дереву, вязать крестик. Всему можно обучиться, да. Контента очень много. И очень много историй, где мы перенимаем на себя чужой опыт, чужие мечты, чужие хотелки, и мы обрастаем этим. И очень важно выбираться из всего этого в тишину, где ты можешь побыть наедине со своими мыслями, сделать ревизию своих целей, мечты, потому что вот это состояние апатии, опущенных рук и нежелание двигаться дальше, оно как раз-таки появляется в тот момент, когда ты забываешь, для чего ты просыпаешься утром. Какая у тебя цель, куда ты шел. Потому что корабль, у которого нету курса, куда плыть, его болтает в открытом море, и он то там причалит, то тут причалит. Он просто болтается в открытом море и не знает, куда двигаться дальше. Отсюда у него нету смысла в жизни. Поэтому, если такая ситуация наступила, и у вас есть такое ощущение, попытайтесь вспомнить, куда вы шли, какая у вас была цель, что вас зажигало, от чего вы получали удовольствие. И у меня тоже такое бывает. И если такое случается, для меня это сигнал, что пора выбираться из этого состояния. Надо побыть наедине с собой, надо услышать себя.
да, а не вот эти вот все крики и чужие мечты, чужие хотелки, все, что льется на нас ежедневно Мгм. там из Инстаграма. Вы сейчас затронули самый тоже прям хороший вопрос, наводящий цель. То есть я тоже уверен, что во многих нас нету конкретной задачи, конкретной цели. Вот то, что вы сейчас озвучили, зачем мы просыпаемся с утра, это мы, наверное, забываем. И давайте вам встречный вопрос. Какая ваша цель? Какой ваш смысл жизни? Ну, давайте отбросим фотографию, да, условно. Мгм. Вот есть ли, у меня был вопрос такой, есть ли сценарий, когда Оскар Бумага положит фотоаппарат в дальний ящик, там, в сейф и займется Нет, чем-то другим? исключено. Нету, да? Ну, во-первых, что касается фотографии, я хочу фотографировать до тех пор, пока я буду кайфовать от этого, пока я буду получать удовольствие. Глобальной какой-то цели, что вот я через 10 лет вижу огромный небоскреб с моим логотипом, с моим именем, такого нету. Самое главное, наверное, что почему я просыпаюсь по утрам, я хочу, ну, мы все когда-то уйдем из этой жизни. И я пересмотрел кучу интервью, о чем люди сожалеют в старости или там на смертном одре. Я хочу прожить счастливую жизнь. Я хочу максимально насладиться. Я хочу сделать счастливыми тех людей, которые окружают меня. Ну и, пожалуй, все. Все остальное, ну, что я с собой заберу? Я с собой ничего не заберу. Пока вот отведенное время есть, все, что нам дает Всевышний, я хочу этим максимально насладиться. Не хочу никого обманывать, не хочу кому-то делать больно, плохо. Просто хочу прожить счастливую жизнь. И чтобы семья была счастлива. То есть цель прожить жизнь хорошим человеком, Да. никому не навредить, Да. никому, не самому себе. Да, конечно, бывает, ну, все мы люди, и нас создали такими, да, не идеальными. И, возможно, кому-то я там неосознанно навредил, возможно, кому-то сказал что-то грубое или что-то еще. Если так, простите, пожалуйста. Вот. Но глобально ты понимаешь, что даже если такая ситуация происходит, ты искренне просишь прощения там, у Всевышнего, у Вселенной, что вот ты допустил такое, и ты это осознаешь, и вот надо двигаться дальше. Если через 15 лет я вдруг скажу, все, мне надоела фотография, я бы хотел заниматься... Вот не знаю, чем я буду заниматься. Я бы хотел, чтобы я так же горел, как от фотографий. Чтобы вот я прям вот кайфовал. Я вот любил это дело. Не знаю, может, я начну рисовать. Может быть, я начну из кожи делать какие-то там изделия. Может быть, я сделаю что-то, связанное с путешествиями. Потому что я очень люблю путешествовать. Какие-нибудь там авторские туры начну собирать, да. Время покажет. Самое главное, чтобы я был счастливым, чтобы я вот искренне кайфовал от этого. Прям, чтобы эта продукт выходила от вашей души прям. Да, Самое главное. потому что мне кажется, ну вот мне же есть с чем сравнить. Я работал на заводе, потом стал заниматься фотографией, я вот искренне это люблю, и вот начало получаться, потому что я кайфую от этого. И люди это чувствуют, да. И вот если у вас сейчас вы стоите на распутье, и вот не знаете, чем заняться, подумайте, от чего вы искренне кайфуете. Вы кайфуете от работы с людьми, вы кайфуете от работы руками, вы кайфуете, там, выступая связующим звеном там, между другими людьми. Да? Есть же люди, которые там, знают этого, знают того, пригласили, Нетворкеры, соединили. да? Нетворкеры, да, там, ну и так далее. Или там есть люди, предприниматели, которым вот как в спорте, да, им вот важно открывать что-то новое, запускать, доводить до пика, продавать и так далее, да, там, серийные бизнесмены. И тут вопрос, почему фотография? То есть, видя нынешнего вас, я думаю, вы бы стали успешными в любой сфере. Ну, честно. Почему фотография? После завода. И вот момент такой, условно, я вот снял сериал, ушел в минус, но я кайфанул. Вот как вы говорите, я кайфанул, я по утрам вставал ради этого сериала, ходил на съемки, условно, на монтаже где-то участвовал. Ну, 3 месяца фокус это заняло, там ушло около $10 000, да, условно. Но ты не жалеешь? Я не жалею вообще.
То есть нету потери осознанности, потери денег, осознанной потери времени, да. Но как сейчас сделать, да, то есть тем ребятам, вот как вы говорите, на распутье, да, то есть как вы выбрали после завода стать именно фотографом? То есть есть же правило 20 на 80, то есть 20% занимаешься любимым делом, 80% там чем ты занимаешься условно. Что вы посоветуете таким ребятам, как я, то есть которые, вот как вы говорите, стоят на распутье жизни, условно говоря, между любимым делом и тем делом, которое у них уже есть? Что вы сделали, то есть, когда вы были на заводе, чтобы перейти, как-то плавно нужно переходить, или просто вот выйти сегодня, уволиться, пойти вот тем ты занимаешься, но не зарабатывать? Ну, я придерживался всегда того, что должен быть план «Б». Даже когда я уходил с завода, я миллион раз все перепроверил, посоветовался. И даже когда я ушел с завода, я не сразу стал фотографом свадебным. Я сначала ушел в издательство, работать дизайнером по совместительству фотографом. Даже работая в издательстве, я не был 100% фотографом. Я сидел, верстал журнал. И 30% моего рабочего времени занимали съемки там для журналов. Но даже тогда, поработав там 2-3 года, я не ушел полностью из издательства, вот отрезать все напрочь, да. Я накопил несколько там месяцев зарплату свою, да, чтобы, если я уйду из издательства и пойду пробовать себя как, ну, скажем так, самостоятельный фотограф свадебный, у меня должна быть подушка безопасности, чтобы моя семья, ей было на что жить там 2-3 месяца, если у меня не получится. Вот. Я поступил таким образом. И если вы сейчас на распутье, я рекомендую, ну вот, любая творческая профессия, мне кажется, ее можно попытаться совмещать с основной работой в выходные дни. Что, собственно, я и делал, работая в издательстве. Я работал 5 дней в неделю, а в выходные дни я брал свои съемки какие-то небольшие, там, индивидуальные фотосессии, потом сходил там на свадьбу к родственникам, на свадьбу к друзьям, потом взял самостоятельно свадьбу. И потом, когда я получил за одну свадьбу половину зарплаты из издательства, такой, блин, а я вот за один день заработал пол своей зарплаты. А вот эти 5 дней в неделю я трачу на чужой бизнес. Если я вот эти 5 дней возьму и потрачу на свой личный бренд, на там построение какой-то маркетинговой стратегии, составлю прайс-лист и займусь поиском клиентов, неужели я 2 заказа таких не найду в месяц? У меня в месяц 30 дней. Всего 2 заказа нужно найти, чтобы получить вот эту месячную зарплату. Да я больше найду. Ну, я так посчитал, подумал, посмотрел, изучил рынок, обзвонил всех, кто на тот момент был в топе из фотографов, узнал, какой у них прайс, какие у них сильные, слабые стороны, на что они делают акцент и где у них проседает. И я понял, что сейчас я уйду из издательства и с головой уйду в это, но я исправлю все ошибки, которые не учли люди, которые были на этом рынке до меня. Как бы это высокомерно не звучало, я тогда сказал, ребят, я вас всех порву. Вы меня недооцениваете. У вас вот это проседает, вы делаете акцент не на то. И я понял, что все делают акцент на творчество, но все забывают о сервисе, о том, чтобы была документация, чтобы это было... Ну, творческие люди, это же... Они привыкли заниматься творчеством. А вот чтобы был порядок, чтобы была система, это уже другое дело. И я вот выстроил такую систему и подкрепил это хорошим творчеством, и получилась классная комбо. Чему, собственно, я и учу на своих там мастер-классах, курсах, обучении и так далее, выстраивать систему. Потому что без системы ничего не работает. Без системы ты можешь работать, у тебя может быть хаос. Отсюда начинается бардак, недовольные какие-то кейсы, какие-то факапы и испорченная репутация. Конечно, есть ребята, которые умудряются как-то все это, ну, скажем так, этот хаос превратить в порядок. Вот. И слава богу, что там, после всех этих мастер-классов, обучений, которые начали проходить там, на территории Казахстана, у ребят тоже начала выстраиваться система. И я думаю, что это все благодаря тому, что начали появляться люди, которые начали делиться этим. В свое время там Леша Романов, Снег,
Алексей Романов, там Андрей Ким, Кирилл Федоров. Ну, вот такие ребята, они занимались преподаванием, передачей своего опыта, за что мы им очень благодарны. Ребят, мы вас помним. До них был Валера Аяпов, до Валеры там еще были свои герои, да, в фотографии. Вот. И в каждом поколении есть какие-то специалисты, которые вот оставляют после себя какой-то багаж знаний, который помогает молодому поколению войти в этот рынок и выстроить правильную систему. Ну вот, теперь расскажите про ваш самый такой факап случай, который мог бы произойти с вами, и вообще вы не хотели бы, чтобы он происходил с вами, да, реально? И как вы решили этот вопрос? Однажды была ситуация, я снимал свадьбу, и я не мог найти часть сборов жениха и невесты. Материал. Но, слава богу, я снимаю на 2 фотоаппарата. Вот с самого начала я снимаю на 2 фотоаппарата. И со второй камеры у меня было очень много материала. И, в принципе, если бы я клиенту об этом не сказал, он бы не заметил. Потому что там незначительная часть со сборов с одной флешки. Но я человек честный, и я сказал: ребят, вот такая ситуация, не могу найти вот кусочек сборов. Но здесь очень много других фотографий со сборов. И вот тогда ребята мне сказали: блин, Оскар, мы, если честно, от вас такого не ожидали. Такая репутация у вас, такая вот история. Но это несерьезно. Давайте посмотрим на ваш материал. Я им сдаю фотографии, они смотрят, говорят: Оскар, чего здесь не хватает? Все же есть. Я говорю: просто я снимаю на 2 камеры, и вот с одной камеры у меня там с одной флешки немножко материала вот не смог найти. Но вот я посчитал нужным вам сказать об этом. Они говорят: да, все нормально, все прекрасно. Но в тот момент я испытал сильный стресс. Похожий стресс я испытал, когда я снял Love Story. И пришло время отдавать эту съемку, обрабатывать эту съемку. И я нигде не мог найти эту съемку. Материал с 4 флешек вообще целиком пропала Love Story. И я тогда тоже честно ребятам сказал: ребят, у вас через неделю свадьба, а у меня проблема. Я не могу найти весь материал. Но, когда происходит какой-то факап, очень важно, во-первых, честно сказать об этом клиенту. Во-вторых, дать решение. Показать, что тебе не все равно. Показать варианты решения этой проблемы. Я сказал: ребят, у нас еще неделя. Я все организую. Слава богу, это была просто love story, не свадьба. Я за вами приеду, я сделаю вам мейк, я арендую все, автомобили, реквизит, все, что надо. Я все отсниму и быстро обработаю за несколько дней. И у вас к этой субботе все будет готово. Они сказали: Оскар, спасибо большое за твою честность, ты очень правильно поступил. Давай, действительно, мы примем твое предложение. Мы все сделали шикарно, получилось еще круче, чем в первый раз. Я им отдаю, сажусь в машину, залез в сумочку от квадрокоптера и нахожу там старые флешки с первой Love Story, которую я не мог найти. Материал, да. И в тот момент я обрадовался, но я испытал сильный стресс. Наверное, было испытание на вшивость, прям на профессионализм. Поэтому после того случая появилось правило: после каждой съемки сразу ты приходишь домой, делаешь материал, копию в одну сторону, в один источник, вторую копию в другой источник, дублируешь материал, должны быть копии. И вот такие вот истории, они на самом деле учат нас многому. И если случается какой-то факап, это говорит о том, что значит, есть еще куда расти. Значит, ты что-то еще не учел. Значит, в будущем тебе нужно научиться учитывать еще и вот такие моменты. Вот, поэтому не расстраивайтесь, если случается факап. Важно, как ты поведешь себя в такой ситуации и какая репутация останется. Но, слава богу, случались такого рода факапы. Я всегда поступал честно, говорил об этом клиентам и предлагал варианты решения этих проблем. Ну, то есть, не убегать от проблемы, а наоборот бежать к ней, решать ее, Да. обговаривать. Да. То есть, ты не один, с тобой вселенная, да? Да.
Ага. А вот про материалы, про технику давайте плавно перейдем к технике. Ну, конечно, наш магазин продает только Sony, но в дальнейшем будет продавать ваш любимый фотоаппарат, да, Canon. Вот, на что вы сейчас снимаете? Вот, на что снимает самый дорогой фотограф в Казахстане? На какую технику, на какой объектив? И сколько у него там карт памяти? И вообще, в идеале, что должен для себя купить в первую очередь фотограф? То есть, может быть, это начинающий. Да, я снимаю на Canon. Как я сказал уже ранее, несмотря на то, что меня называют самым дорогим фотографом, я езжу на старом автомобиле, живу в советской квартире, и у меня не самая дорогая техника. У меня Canon R6 и Canon R6 Mark II. У меня нету R5, R5 Mark II, самых там дорогих каких-то фотоаппаратов. У меня не RF оптика, у меня всего один RF объектив 28-70. Все остальные объективы у меня старые EF объективы Через переходник? со старым байонетом через переходник. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, ребят, не нужно иметь самую дорогую, самую топовую технику. Достаточно иметь какой-то минимальный набор. Даже если у вас RP-шка какая-то или там R или R8, бюджетный вариант, на нее можно делать прекрасные фотографии. Я знаю много крутых фотографов, которые снимают на R8. Вот, например, там, мой друг, тоже топовый фотограф, Максим Жусупов из Астаны, он снимает на R8 и делает прекрасные фотографии. Там, Абай Жанаев, долгое время Акижан Салыхов, тоже они снимали там на RP-шке и делали прекрасные фотографии. Поэтому дело не в технике. Техника, она, конечно, важна. Важно все в совокупности, но гораздо важнее ваши навыки, ваше понимание основ композиции, света. Вот почему я говорю, что важно обучаться, важно постоянно обогащаться, искать новые комбинации. Вот. Поэтому, ну, флешки я использую Kingston. Что еще? Вспышки Godox. Квадрокоптер DJI, рюкзак от K&F, да? Да. Вы мне подарили штатив тоже K&F. Вот точно такой же. K&F же, да? Да, K&F. Ken5 или Fight. Это молодой человек, который завод открыл. Пленочные камеры у меня Contax и Pentax. Две пленочные камеры. Одна средний формат, одна узкая, 35-миллиметровая. По технике, пожалуй, все. Ну, DJI Osmo, GoPro-шка, это все такие мелочи всякие. Короче, техники у меня много, допы, да. Ну, по технике, пожалуй, все. Техника важна, но не забывайте навыки, да. О навыках, да. Ну, вы, получается, как мы поняли, инвестируете в технику. Ну, в железо, да, так сказать. Ну, без этого никак. Да, ну, вообще инвестиция, я ребятам повторяю, если берешь уже популярный фотоаппарат, ты уже инвестируешь в технику, а техника растет с долларом. То есть сегодня, если один фотоаппарат стоит там $1000, завтра при подъеме доллара она будет стоить 1200, 1300. Поэтому я всем тоже говорю, технику можно, то есть инвестировать. Как вы говорите, недорогую можно, навыки тоже не забывать, но инвестировать тоже, вот как вы говорите, у вас есть Osmo, у вас есть за 1 300 000 пленочный фотоаппарат, поэтому это, ну, классно, наверное. Но это со временем, это не сразу. Не сразу. У меня изначально был Canon 50D, это вообще полупрофессиональный фотоаппарат, который нам подарили на свадьбу, и я снимал на него, довольствоваться тем, что есть, и выжимать тот максимум, который дает эта техника. Гораздо приятнее перерасти эту технику и потом купить себе что-то более крутое и понимать потенциал, который дает тебе эта техника, чем наоборот купить себе, не имея навыков, суперкрутую технику и не понимать, как этим пользоваться. Ну, сейчас вышли крутые Sony, R-ки, но вы пользуетесь Canon. То есть в чем секрет Canon или почему Canon? То есть это от того, что вы начали на Canon, потом дальше на Canon привыкли, или же Canon реально действительно крут? Это все юмор, конечно. Неважно, какого бренда твой фотоаппарат, главное, чтобы это был Canon. Да? Нет, шучу. Это как ездить на автомобиле. По сути, у любого автомобиля 4 колеса, руль. Он выполняет одну функцию. Довозит человека из точки А в точку Б. Все остальное дело вкуса.
какой интерьер у автомобиля, какой дизайн внешний, как он себя ведет в дальних дорогах, как он ведет себя на бездорожье и так далее. Точно так же и с фотоаппаратом. Пыль и влагозащита, работоспособность в агрессивной среде, на морозе, в жару, в песчаную бурю. Более дешевая техника не защищена, более дорогая техника дает тебе пыль и влагозащиту и способность работать в экстремальных условиях. Вот. Все остальное дело эргономики. И при выборе бренда фотоаппарата обратите внимание на комьюнити, на сообщество, на наличие сервис-центров в городе, на наличие деталей, запчастей и вообще комплектующих, что продается, какие магазины есть. Потому что я заметил, что те, кто снимает видео, они больше снимают на Sony, у них огромное сообщество, очень много техники продается, и в случае, если случилась какая-то поломка, они могут одолжить друг у друга, взять в аренду, обменяться, купить, перепродать и так далее. Те, кто снимает фото, они больше снимают на Canon, потому что больше сервис-центров, больше продажи там, объективов, каких-то примочек. В случае какой-то там ситуации ты всегда можешь одолжить у другого фотографа или обменяться, или отнести в сервис-центр. С другими вариантами, сложнее, потому что меньше сервис-центров, меньше магазинов, меньше комьюнити. Вот почему, мне кажется, у Canon и у Sony такая огромная доля рынка. Вот. И, кстати, я вот смотрел еще иностранные различные там каналы. Я заметил, что в Америке снимают больше на Canon, даже видео. Не знаю, с чем это связано. Как будто бы на Соньке снимают больше, типа на постсоветском пространстве. В СНГ, типа? В СНГ, да. Возможно, это ошибочное какое-то наблюдение. Просто видел несколько роликов, где прям вот, чувак снимает видео, но снимает он на Canon. Причем не на фотоаппараты Canon, а есть прям профессиональные видеокамеры Canon. Вот. Но, может быть, это просто мне попалось там несколько таких роликов. Может. Когда вы материал собирали для своего ролика про Canon, да? Наверное. Тогда попалось, да. Вот. А так, да неважно какого бренда. Главное, чтобы вам комфортно было, как в руке сидит, как кнопочки расположены. Просто по себе могу сказать, что вот я пользовался разными камерами и понял, что мне Canon удобнее всего в руке сидит. Понятно, кнопки расположены, и меню самое понятное. Я в Sony зашел в меню, я там чуть ногу не сломал, пока нашел какую-то там функцию, там очень все сложно, непонятно. Может быть, это просто дело привычки. Наверное, дело привычки. Да. Как раз подошли к теме инфлюенсинга, то есть вы официальный амбассадор, единственный, по-моему, в Казахстане представитель Canon. То есть Canon австралийская компания, которая имеет, официальных дистрибьюторов в Казахстане, и вы являетесь их лицом, то есть именно магазина Canon. И, Австралийская? Canon же австралийская вроде. Да? Да, у них в Австралии, головной офис в Австралии. Головной офис. Головной вообще бренд-то японский. Не, бренд японский, да. Quanon раньше назывался. Quanon? До того, как стать Canon. Ага. Да. Это богиня милосердия. Из-за этого, да, поставили? Да. Quanon, потом Canon они стали. Не, Canon вообще забирала большую долю рынка по видео тоже в Казахстане, пока не пришел в 2017 году Sony с цифровой своей моделью. Да, A7 Mark I, то есть это прям всех... это, наверное, дело вкуса. Мы по-любому будем продавать Canon тоже, поэтому нормально. Нормально сейчас реклама пошла, да. Асеке, вот насчет инфлюенсинга. Вот как вы стали бренд-амбассадором компании Canon, и в целом сейчас вы являетесь, по-моему, еще нескольких компаний, по-моему, Шохан тоже сотрудничает с вами, еще несколько компаний, как Рафаэла, то есть как, будучи фотографом, который снимает по 12 часов свадьбы, стать таким же инфлюенсером. То есть я лично прям очень хочу стать каким-то инфлюенсером, я вам рассказывал, может быть, автомобиль, да, может быть, что-то другое. И как на это уделять время, находить время? Это хорошее желание, вполне нормальное и вполне реальное. Я думаю, что те бренды, с которыми я сотрудничаю, в первую очередь обращают внимание на медийность, на наличие аудитории и влияние на эту аудиторию. Потому что внимание сейчас это валюта. Как бы это ни звучало, все вот эти вот подписчики, там, многомиллионная аудитория, армия там, твоих подписчиков, поклонников и так далее, но называйте как хотите, это внимание.
назовем это вот таким вот термином, да, внимание, которое ты можешь конвертировать в какие-то другие вещи. Как я получил это внимание? Мне кажется, спонтанно, интуитивно. Я просто вел социальные сети, выкладывал туда свои работы. И, наверное, ключевое, не просто выкладывал работы, а еще пытался разговаривать со своей аудиторией, коммуницировать. Потому что мы набираем всех этих подписчиков, все эти цифры большие не для того, чтобы бить себя в грудь и говорить, смотрите, какие у меня большие цифры. Потому что наличие аудитории – это большая ответственность. И очень классно, когда ты со своей аудиторией общаешься, когда ты с ней коммуницируешь, получаешь обратную связь. И классно, когда к тебе уже начинают приходить на то, какой ты есть. Просто на твою личность. И вот мне кажется, благодаря тому, что я вел социальные сети, я стал тем персонажем, за которым людям стало интересно наблюдать. А с появлением аудитории на меня начали обращать внимание рекламодатели, бренды. Особенно ярко я это заметил во время пандемии, когда нас всех закрыли дома, когда очень сильно стали развиваться онлайн-продукты, онлайн-продажи, онлайн-торговля. И ко мне, я помню, обратился бренд Huawei с рекламой. Они видели, что я выкладываю одежду, там красиво мог разложить там свои там галстуки, там что-то, ботинки, фотоаппараты. И они такие, блин, а вот у нас есть телефон новый и часы. У этих часов циферблат цифровой меняется. Допустим, ты одеваешь такую одежду, можешь поставить такой циферблат под твою одежду. Одел там костюм, поставил такой циферблат классический. Одел спортивную, поставил такой циферблат. Говорит, может быть, типа интегрируем вашу вот рубрику про одежду, наши часы, наш телефон. Я такой, что, серьезно? Они такие, да, мы вам дадим продукцию, еще заплатим деньги. Я такой, вау. И мне не надо никуда выходить из дома, мне все доставили домой, я все это дома отснял, выложил. И я думаю, что многие остались в пандемию без работы, и Инстаграм стал приносить мне деньги. Пусть небольшие, но на этом можно зарабатывать. А сейчас возможности просто безграничные. Сейчас человека может не знать никто, но благодаря одному рилсу он может стать известным на весь мир. Просто придумав какой-то новый тренд или придумав какой-то инфоповод. Поэтому раньше было сложнее. Раньше художнику нужно было загрузить все свои картины в огромный вагон, телегу и гастролировать по разным городам. Сейчас можно использовать Инстаграм и показать миллионам зрителей свою работу. То есть вести Инстаграм параллельно надо? Да. Как будто бы наступает такая эпоха или эра, или уже наступила, когда Инстаграм – это как второй паспорт человека. Ты заходишь в Инстаграм, и там уже про тебя все понятно. Какой у тебя вкус, как ты разговариваешь, какой у тебя стиль, какая у тебя аудитория, какая у тебя репутация. По Инстаграму можно понять многие вещи. А если у тебя открытая страница, и ты ведешь контент. Уникальность человека и его манера разговаривать, вести дела, транслировать – это что же фильтр для брендов. Они видят, какие у тебя ценности, совпадают ли твои ценности с их продуктом, с их брендом. И вот почему бренды выбирают, мы проезжаем по дороге, видим там Брэд Питт рекламирует какие-то новые часы, допустим, да, или какие-то новые духи. Они же тоже не просто так выбирают какого-то человека лицом своей компании, потому что они хотят, чтобы этот человек или их продукт ассоциировался с этим человеком, да, с его ценностями и так далее. И люди доверяют уже не продукту, а людям. Люди доверяют людям. И если ты пойдешь и купишь в магазине какой-то продукт, но ты о нем не слышал ничего, но ты его купил, потому что я тебе посоветовал, но ты веришь мне. Я не хочу рекламировать то, что мне не нравится, то, что подозрительно, то, что может доставить людям какой-то дискомфорт, потому что я им посоветовал, чтобы заработать денег. Я считаю, что это, нечестно. И вот почему 90% рекламы я отказываюсь.
очень много что предлагает рекламировать, я отказываюсь. Потому что я хочу давать людям то, что я реально сам одобрил, то, чем я реально пользуюсь. Сейчас сколько брендов работает с вами? На текущий момент ведутся переговоры о продлении контракта с Canon. Вот у нас был 2-годовой контракт, он закончился. Пришло письмо с предложением продлить контракт, на что я согласился, но это не быстрый процесс, там очень долгая волокита с документами, чтобы все это оформить. Я один из амбассадоров казахстанского бренда костюмов Шохан. Часто участвую в их съемках. Очень люблю костюмы Шохан. Очень рекомендую. Вот на мне сейчас галстук и рубашка от Шохан. И, наверное, в повседневной жизни чаще всего меня можно встретить именно в классической одежде. И мне очень приятно ассоциироваться с таким классным брендом, потому что он казахстанский, он транслирует классные ценности и возрождает дух интеллигенции мужчин Казахстана. Да. Сейчас время, и как раз мы с вами вот сейчас поставим на экранах, мы с вами сняли фильм про ИИ, помните, да? Классный фильм. Да, мы его снимали на камеру Sony Venice. Формула-1, кстати, на нее снимали, Sony Venice. Вот этот знаменитый фильм с Брэд Питтом. Сейчас, когда и прям Photoshop не нужен, честно говоря, то есть ты в ChatGPT пишешь, там, поставь мне сзади фон. То есть раньше это все было сложно, сейчас это просто, то есть за 5 секунд тебе выдают такой результат, за которым ты мог сидеть 5 дней, то есть нужно было еще помимо обучаться. В такой прям конкурентной среде как быть фотографом? То есть как-то нужно адаптироваться, то есть как-то нужно конкурировать с ИИ или, наоборот, быть союзником? Учиться. Учиться пользоваться ИИ, потому что никуда не денутся все эти профессии наши. Просто люди, которые не умеют пользоваться ИИ, их заменят те, кто умеют пользоваться ИИ. И мы уже сейчас видим, что многие компании отказываются намеренно от услуг, скажем так, ИИ, пишут, что съемка должна быть проведена традиционным способом, не используя какие-то искусственные примочки. И есть второй лагерь, который, наоборот, использует только искусственный интеллект для создания там каких-то кампейнов, контента для своих социальных сетей. Вот, поэтому никуда это не денется, просто нужно адаптироваться и научиться. Потому что я в своей работе тоже использую ИИ, нейросети, и они очень классно помогают нашей работе, ускоряют, оптимизируют определенные процессы. Те, кто не умеют этим пользоваться, они просто больше времени тратят на свою работу. Зачем тратить столько времени, когда есть такие классные инструменты, которые могут упростить эту работу? Причем это не выглядит как-то искусственно или зашкварно. Зачем мне тратить время на, допустим, чистку фона белой циклорамы, когда есть нейросеть, которая уже заточена под это? И ты пришел в студию, провел фотосессию, покрасил ее, задал задание нейросети почистить фон от следов обуви, там, белую циклораму. Эта нейросеть прекрасно с этим справляется, и ты не сидишь это время вручную, все это не замазываешь, этим занимается нейросеть. Классно же? Классно. То есть использовать его больше как в пользу. То есть не конкурировать, не бояться, больше использовать в пользу. Конечно. Я тоже поначалу как-то боялся, думал, что теперь будет, мы никому не нужны, а потом успокоился. Есть люди, которые ценят электронную музыку, есть люди, которые ценят виниловые пластинки, которым нравится шорох пластинки. Пленочный фотоаппарат. Да. Есть люди, которым нравится цифровая картинка, есть люди, которым нравится аналоговая картинка с пленочной камеры. И всегда будут ценители того и другого. А если ты еще научишься совмещать это все, это вообще будет уникальная вещь. То есть нужно идти в ногу со временем и, наоборот, не бояться, а союзничать. И самый такой, подскажите, лайфхак для невест и женихов в 26-м году при выборе фотографа.
Наверное, лучше смотреть в первую очередь на портфолио фотографа, в каком стиле он работает, откликается ли это вам, потому что направлений очень много, обработки очень много, все по-своему обрабатывают. И одно дело в Инстаграм смотреть, потому что в Инстаграм можно выложить только самое-самое, а посмотреть целиком свадебную серию – это совсем другое. Да, потому что бывали такие случаи, когда ребята обжигались. Приходили ко мне и говорили, вот мы взяли какого-то там фотографа, у него в Инстаграм все так красиво, но наше мероприятие он снял очень слабо. Оказывается, там надо было нам посмотреть, как он работает вечером на банкете, там, в ресторане, да, вот мы не знали. И вот нам не совсем понравилось, что он не снял вот это, не снял вот это. Отсюда второй момент. Ставьте четкое ТЗ фотографу перед тем, как вы нанимаете фотографа, видеографа, неважно. Что для вас важно в этот день? Какие люди для вас важны? Какие моменты этого дня для вас особенно важны, чтобы фотографы, видеографы обязательно засняли это, не пропустили этот момент, подготовились заранее к этому моменту. Наверное, еще немаловажный момент – воспитывайте свой вкус и насмотренность. Потому что я, например, сейчас смотрю на свою свадьбу, которая была 15 лет назад, и мне хочется переиграть заново свою свадьбу. Кто ее снимал? Я снимала, тогда была свадебная студия «Наша свадьба», такая вот. Это не в Алмате, да? В Алмате, в Алмате. В Алмате был. Константин, я не помню фамилию. Если Константин будет смотреть этот выпуск, вам большой привет. И, кстати, они тогда были прям большой командой, я на них смотрел тоже, помню, расспрашивал их, что за фотоаппарат, что за техника. Вот, я это к чему? Я это к тому, что за 15 лет работы я понял одну вещь. Есть что-то модно, а что-то вечно. И вот это касается, наверное, больше женихов. Забудьте про костюмы на свадьбу. Всегда берите смокинг на свадьбу. Костюм – это вообще… костюм можно надеть на работу, на встречу, что-то связанное с бизнесом. А смокинг – это что-то торжественное. Это единственный день в вашей жизни, когда вот он про вас. И выглядите… смокинг – это классика. Посмотрите старые снимки там, со старых церемоний «Оскар». Все крутые актеры в смокингах. И как это круто смотрится даже спустя 20-30 лет. Это вне времени. И это всегда будет дороже смотреться. Это всегда будет круче смотреться. Я 15 лет назад на нашей свадьбе был в костюме и в галстуке. Это так стрёмно сейчас смотрится. Я так расстраиваюсь, когда, простите меня, женихи, которых я снимал, которые были в костюме и в галстуках, но это смотрится сильно проигрышнее, чем человек в смокинге. Вот. И в смокинге вы будете круто смотреться с любым платьем невесты. Вот. Поэтому очень важно следить за трендами, за тем, что будет вне времени, за тем, что будет круто смотреться. А смокинги бывают черные, бывают бархатные, бывают белые. И это, это прям боль. Вот меня наболело, и я хочу сказать, забудьте про костюмы. В 26-м году надеваем смокинги все, да? Это если вы хотите вот прям классику, да. Сейчас очень много разных трендов, когда можно не классический образ собрать. Кстати, я вот через неделю улетаю в Астану. Там будет очень классный wedding fashion шоу. И там будут показывать не классические свадебные образы. Я вот хочу для вдохновения поехать посмотреть, потому что я очень часто делаю какие-то творческие съемки, и хочется быть в тренде, видеть, что сейчас в моде, и какие есть новые комбинации, потому что мы, фотографы и видеографы, тоже являемся законодателями в этой сфере, и к нам тоже могут обратиться за советом, и мы тоже… Если к нам обратились, должны сориентироваться и подсказать, направить наших клиентов, что сейчас лучше, красивее, стильнее, потому что это наша работа.
То есть я хотел следующим вопросом задать, что вы пожелаете молодым, ну, действующим фотографам. Вы уже рассказали, как нужно общаться с людьми, как с невестами, женихами, и даже, наверное, не только дали лайфхак для невест и женихов, но и для фотографов. То есть можете вот то, что сказал Оскар, просто пересказать женихам и невестам, то есть самое главное. И, Асаке, напоследок такой вопрос. Все дорогие заказы, наверное, ну, по моему мнению, приходят через организаторов. Ну, в основном, да, то есть 50/50, наверное. Но для фотографов действующих, но которые не умеют пока общаться с организаторами, какие лайфхаки и какие советы, то есть как ближе преподнести себя к организаторам и вообще как вот этот барьер, то есть с одиночки перейти на вот этот вот свой чек поднять, во-первых, вопрос, и во-вторых, как вообще вот подойти к организаторам. Во-первых, я думаю, для начала нужно понять, для чего нужен организатор. Свадьба с организатором сильно круче, стильнее. Там все по таймингу. Это вот, наверное, больше, наверное, для молодожен, да, зачем нужен организатор. Я прям получаю огромное удовольствие, когда ты приходишь, и все четко. Все по таймингу. Все знают, кто когда выходит, кто когда выступает, когда что нужно вынести, когда кого объявить. И фотографу гораздо приятнее работать на мероприятии, где есть организатор. Поэтому организаторы очень важны и не стоит недооценивать. Потому что многие думают, ой, зачем мне организатор? Еще процент какой-то за их работу платить. Мы же сами можем все это организовать. А когда наступает свадьба, они там бегают. Ой, худала кайда, ой, где там подарок, ой, где там вот это забыли вынести, вот это забыли объявить. И начинается... Человек не наслаждается своим праздником, а занимается организацией. Если есть организатор, ты, наоборот, кайфуешь, наслаждаешься и получаешь удовольствие от того, что происходит. Всем этим занимаются организаторы. Я как сделал? Я поставил задачу, что организаторы сами должны обратить на меня внимание. То есть, я должен делать свою работу настолько круто, чтобы организаторы хотели меня предлагать. Чтобы им было со мной комфортно сотрудничать. Это один момент. С другой стороны, если ты сейчас в ситуации, когда ты вышел на этот рынок и хочешь сотрудничать с организаторами, тебе нужно подумать о том, чем ты можешь быть полезен этим организаторам. Тебе нужно стучаться во все двери, писать всем организаторам и знакомиться. Потому что личная коммуникация тоже имеет огромное значение. Отсюда следует, что нужно также ходить на те мероприятия, где собираются все эти организаторы. Это какие-то свадебные выставки, это какие-то мастер-классы. Ну вот самый простой способ: проходит у свадебных организаторов какой-то мастер-класс. Ну, напросись ты поснимать этот мастер-класс бесплатно. Скажи: ребят, я вас бесплатно поснимаю, быстро вам отдам материал, просто хочу с вами познакомиться. Или устроить им какую-то творческую фотосессию. Сказать, что я для вашей команды бесплатно поснимаю какой-нибудь там, я не знаю, имиджевый проект, творческую съемку, или просто поснимаю вас в работе, или поснимаю вам декор. В общем, подумать, чем ты можешь быть полезен этим организаторам, где ты можешь себя проявить, где люди смогут замерить качество твоей работы, скорость твоей работы, уровень твоей коммуникации, уровень твоей культуры общения с клиентом. Все это формирует какое-то мнение о тебе. Организаторов тоже можно понять, они не хотят брать кого попало, потому что они несут огромную ответственность перед клиентами. И если они берут на площадку какого-то специалиста, они должны быть уверены. Вот почему из года в год организаторы работают с одними и теми же фотографами. Но здесь есть и обратная сторона. Организаторы очень сильно заинтересованы в новых лицах. Им тоже хочется предлагать какие-то новые, скажем так, предложения на рынке. Потому что новый взгляд, он тоже всем интересен. И если ты круто снимаешь, сделай все, чтобы о тебе узнали эти организаторы. Сделай все, чтобы на тебя обратили внимание. Достучись до них и покажи им свое портфолио.
ну вот, всеми возможными способами. Ну, я думаю, Асике мы разобрали самые ключевые вопросы. Наверное, 1,5-2 часов не хватит даже, чтобы рассказать всю суть, наверное, весь путь, который вы прошли за эти 15 лет творческой вашей жизни. Мы реально восхищены вами, то есть не только как профессионал, но и как человек. Асике, рахмет үлкен, что вы пришли сегодня. Это первый наш подкаст в этой зоне и первый наш русскоязычный подкаст. Думаем, всем будет приятно. И от вас такое пожелание нашим молодым фотографам. Спасибо за приглашение, спасибо за содержательную беседу. Молодым фотографам хочется пожелать трудиться. Трудиться много, потому что если ты хочешь добиться крутых результатов, нужно работать круче всех, больше всех, прилагать больше усилий, захватывать больше площадок и кричать о себе везде, где только можно. Потому что сейчас заказы есть не у самого крутого, а у самого громкого. Кричать о себе умеет не каждый. Круто, если ты умеешь классно снимать, но вот заявить о себе, преподнести себя этому миру, это надо уметь. Поэтому не стесняйтесь говорить о том, что вы классные, крутые, способные, коммуникабельные, пунктуальные. Говорите об этом всему своему окружению. Пусть как можно больше людей узнает о том, что вы предлагаете свои услуги, что вы снимаете мероприятия, студийные съемки. И тогда у вас начнут появляться первые клиенты. Самое главное, не бойтесь. Не пытайтесь собрать себе сразу крутой набор техники. Не пытайтесь сразу получить самые крутые заказы. Все приходит с опытом. Точно так же и я. По крупицам, потихонечку, по шажочку делал свое имя, строил свой бренд. Поэтому вы классные. Вы гораздо лучше, чем я 15 лет назад, который работал на заводе. И я уверен, что у вас все получится. Да пребудет с вами светосила, друзья. С вами были Аскар Бумага, Багдулет Абжатов, это Байказах, богатый казах. В следующих выпусках, кого пожелаете, напишите в комментарии. Это BQ Studio, центр Алматы. Приходите к нам. Все, Асике, үлкен рахмет. Спасибо большое.